Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Жительница Мирнинского района перевела аванс за несуществующее жилье. На сайте Авито она нашла объявление о сдаче однокомнатной квартиры за 16 тысяч рублей и откликнулась. Арендодатель сообщила, что в данный момент нет возможности показать квартиру. Сейчас она может только отправить фотографии. Квартира на фотографиях устроила женщину. Во время переписки в мессенджере арендодатель попросила предоплату, потому что якобы было много желающих арендовать квартиру, и только после этого они заключат договор. Потерпевшая согласилась и перевела 8 тысяч рублей на указанный счет, после чего ей вдруг сообщили, что квартиру сдавать не будут, а деньги вернут в ближайшее время. В течение 2 дней потерпевшая писала на указанный номер, чтобы узнать, когда она сможет получить деньги обратно. Затем муж потерпевшей договорился с несостоявшейся арендодательницей о встрече, где ему обещали вернуть деньги. Но в условленное время и место никто не пришел, а по номеру телефона перестали отвечать. Тогда потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Нерюнгринские оперативники раскрыли кражу денег с банковской карты. В полицию обратился 65-летний местный житель. Подозреваемым оказался 44-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Установлено, что незадолго до происшествия потерпевший познакомился с подозреваемым. На протяжении нескольких дней, находясь в квартире заявителя, мужчины вместе выпивали. При этом потерпевший давал свою банковскую карту новому знакомому, чтобы тот расплачивался в магазине за выпивку. Новоиспеченный товарищ украл с банковской карты потерпевшего более 300 тысяч рублей. Часть из них он успел потратить. За кражу ему грозит срок до 6 лет. 26-летний житель Вилюйска переписывался с несовершеннолетними школьницами. В его отношении возбудили уголовное дело. Он подозревается в развратных действиях в отношении школьниц, совершенных им с использованием соцсети. Следователи установили, что в январе прошлого года мужчина зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем. В феврале он разыскал несовершеннолетних девушек, чьи аккаунты не были закрыты настройками приватности, и вступил в переписку с 3 школьницами. В ходе общения он отправлял сообщения, которые содержали сведения порнографического характера и развращающие несовершеннолетних. Жертвами подозреваемого стали 2 школьницы 13 и 1 16 лет, проживающие в Якутске, Мегино-Кангаласском районе Якутии и в Бурятии. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. 28 февраля этого года суд удовлетворил ходатайство следователя, и мужчину заключили под стражу на время расследования. В Якутске полицейские раскрыли кражу из бара. Индивидуальный предприниматель сообщил, что у него украли более 14 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен один из посетителей заведения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили 21-летнего молодого человека. Около 5 часов утра подозреваемый под предлогом того, что хочет переключить музыку, прошел за барную стойку. Воспользовавшись тем, что бармен спал за барной стойкой, он решил совершить кражу. С помощью отвертки, которую нашел рядом, парень вскрыл кассу и украл деньги. После этого он ушел из бара. Со слов подозреваемого, похищенные деньги он потратил в тот же вечер, но уже в другом заведении. За веселую ночь ему грозит лишение свободы до 2 лет. Перейдем к происшествиям в мире. Греческая полиция встретила слезоточивым газом беженцев, которые решили идти в Европу после отказа Турции сдерживать миграционный поток. Афины объявили об усилении мер безопасности на границе. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Греческая полиция разогнала беженцев с Ближнего Востока, собравшихся на границе страны со стороны Турции. Сотни людей попали под облака слезоточивого газа. Афины заявили, что им пришлось реагировать на попытку прорваться силой и возложили ответственность на Анкару. Турция в четверг объявила, что больше не станет служить буферной зоной для вынужденных переселенцев из Сирии, которые стремятся перебраться дальше в Европу. В 2016 году страна заключила соглашение с Евросоюзом, согласно которому мигранты оставались на ее территории, а страна получала средства на их содержание. В Греции, которая была основным путем массовой миграции в 15-16 годах, и сейчас находится более 40 тысяч беженцев. Они живут во временных лагерях, где условия оставляют желать лучшего. Греческие власти объявили об ужесточении мер безопасности на границе и призвали людей не пытаться прорвать заграждение. В Брюсселе выразили Афинам поддержку. С начала активных боев за сирийский Идлиб свои дома вынуждены были покинуть около 1 миллиона человек. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.